Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер. Бүгінгі баспасөз конференциясы Жұматай Сүйіндіков және оның баласы сотталған Мұрат Сүйіндіковтың қылмыстық ісіне байланысты өтеді. Бүгінгі баспасөз конференциясына құқық қорғаушы Талас Сағынбаев, сотталған Сүйіндіковтың ағасы Еркебұлан Сүйіндіков және мен өзім Махамбет Абжан қатысып отырмыз. Қайта созбай айта бермейін. Негізгі бүгінгі біздің жаңалығымыз, кеше біз Валерий Сургановтың досымен кездестік. Және сол әріптесінің бір ұсынысы, Сурганов кешірім сұрамаса да, және де өзінің жазғанын жоққа шығармаса да, өз Insider KZ сайтында біздің ақпаратты басу керек деген ұсыныс түсті. Біз бұл ұсыныс бойынша ойластырдық және де бұл ұсынысқа келісіп отырмыз. Енді Сургановтың жауабын күтеміз. Қысқаша осы. Алматылық журналистерге қысқаша ақпаратты Талас Сағынбаев құқық қорғаушы айтып берді. Тәке, сөз сізге. Мен енді орысша айтам. На сегодняшний день ситуация такова, что касается по данному уголовному делу. Да, я включился в этот процесс. Да, я изучил материалы уголовного дела. Да, я смотрю, здесь дело шито белыми нитками. И в этой части первое, что мы сделали предложение Валерию Сурганову. Почему? Потому что сегодня пошел тот процесс, где с участием средств массовой информации журналиста начали давить, гнобить сторону обвиняемую, сторону Сүйіндікова, старшего и младшего. И в этой части хотел прояснить ситуацию. Да, мы сделали предложение Валерию Сурганову, чтобы он добровольно принес опровержение и извинения. Но, однако, к сожалению, опровержения и извинений не произошло. На те пресс-конференции, которые мы проводили в Астане, Сурганов не пришел, струсил. То предложение, которое мы хотели вручить лично из рук в руки, он отказался. Мало того, отказался, начал выказывать своего рода претензии. И тогда мы вынуждены там выдержали паузу, были на его ответной пресс-конференции, где четко, ясно отец обвиняемого, преданного суду сегодня Сүйіндікова-младшего, пришел четко и ясно сказал: ты меня знаешь, не знаешь, ты меня видел, не видел, ты со мной знаком, не знаком, ты со мной водку пил, не пил. Ну что ж ты про меня столько грязи написал? Что ты меня с дерьмом смешал? Ты ко мне подходил, не подходил? Ну подойди, ну ты раз ты пишешь, раз сегодня журналисты пишут, мы должны сегодня придерживаться норм законодательства. И в равной степени должны освещать материал. На равных, на паритетных началах. Но этого не произошло. И исходя из этого, мы обратились в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы приняли меру уголовного преследования в отношении Валерия Сурганова и судей Сарыаркинского районного суда Семеновой и апелляционной инстанции Ежебекова. Почему? Потому что они заведомо вынесли неправосудный приговор. В этой части мы сейчас, Генеральная прокуратура отреагировала, направила по территориальности в прокуратуру города Астана, и мы сейчас ожидаем принятия процессуальных решений. Вот в этой части. Что касается друга Сурганова, который предложил, который вышел на контакт с нами, но почему-то Валерий Сурганов сам в какой-то степени струсил, не вышел на контакт. А то, что предложил его друг, коллега, партнер по Перу, мы это предложение еще будем проговорим, будем согласовывать с Сүйіндіковым-старшим. На сегодняшний день я вот по этой части, в этой части ничего не могу сказать. Почему? Потому что у меня дальше полномочия ограничены. Мне надо все свои действия, пошаговые действия согласовывать с Сүйіндіковым-старшим.
У меня все. Бүгінгі қоғамда әлеуметте қалыптасқан пікірге байланысты өзімнің де бір көзқарасым бар. Әділетсіздік жолда осындай болатын жағдайларға байланысты әр шаңырақта, әр жанұяда болуы мүмкін. Енді ол кезде мынау арызданушы қыз баланың арын, абыройын дәлелдеп өзі арызын білдіріп жатыр. Бірақ ол деген жағдай, егер арын, абыройын ақтайтын болса, ол неліктен бізден қаражат сұрап, бізді үрейлендіріп, қорқытып, осындай кірге бізді әкеліп соқтырғаны. Сондықтан мен өзім бұқаралық ақпарат құралдарына бір өтінішім, бұл жағдайларға аныққанды, толыққанды, ашық, әділдік жолға шақыруын мен өзімнің өтінішімді білдіремін. Себебі алдындағы жазылған ақпараттар берілген бұқаралық ақпарат құралдарында ағамның, інімнің жағдайына байланысты жалған ақпараттар беріліп, осыны сот жүйесінде әсерін бүгінгі күнде куәгер болып отырмыз. Құрметті жазушылар, бұқаралық ақпарат құралдарына сіздерге өтініш, осы жағдайларға көңілдеріңізді бөлуді сұраймын. Ну, я тоже хотел бы от себя еще раз добавить в двух словах, что если сегодня мы промолчим и оставим все как есть, и пройдет кассационная инстанция, то будет создан прецедент, что любого можно будет, любого парня, мужчину взять за руку, отвезти в суд и сказать, что якобы вы изнасиловали, ни одного доказательства не будет. И если общество сейчас промолчит, то мы, в принципе, к этому полицейскому государству и придем. Потому что нет ни одного свидетеля, который видел это изнасилование. 5 соседей, которые живут рядом с этой квартирой, они говорят, что не слышали громкой музыки, громко включенного телевизора, не слышали, что эта девушка кричала, звала на помощь в подъезде или в квартире, или на улице. Одежда ее полностью вся целая, нет никаких повреждений на одежде, никакой пыли, грязи. Нету телесных повреждений на ее лице, хотя якобы ее несколько раз били по лицу. А половые органы у нее все целые. Нету у нее, не обнаружена сперма ни во рту, ни на половых органах. Поэтому верить в то, что через несколько месяцев появилась прокладка, на которой якобы оказалась сперма Сундик, я считаю, что это фальсификация. Мы будем подавать в суд на эксперта. Это будет отдельный судебный процесс после кассационной инстанции. Сейчас просто физически руки у нас не доходят. Мы сейчас уже объявили, что мы будем судиться с судьями, которые вынесли неправомерно, несправедливый, незаконный, как мы считаем, приговор. А когда мы разберемся с судьями, мы, конечно, будем судиться и с самим экспертом. Ну и вот наше предложение Валере Сурганову сегодня мы в YouTube выложим. Валера, твои друзья в Алмате за тебя беспокоятся. Они хотят, чтобы ты и дальше писал. Мы все тебя читаем, но врать – это плохо. Ты родился в Советском Союзе, зная, что ложь – это плохо, нужно писать правду, нужно быть объективным. Они предложили, чтобы ты на своем сайте, если ты не можешь признать свою неправоту и опровергнуть все, хотя бы наш материал опубликовал. Надеюсь, что ты пойдешь на это предложение. В принципе, у нас все. Ну, здесь как раз в тему я хотел бы добавить следующее, что на сегодняшний день мы будем делать предложение сестре потерпевшей, нотариусу, с тем, чтобы они добровольно сегодня в досудебном порядке вернули транспортное средство, деньги. Это на сегодняшний день деньги, транспортное средство. Я к чему говорю, что произошла сделка. И в этой части мы будем акцентировать внимание на то, что если не будет этого возврата добровольно, то мы оставляем за собой право обратиться к министру юстиции с тем, чтобы отозвать лицензию на совершение нотариальных действий и возбуждать уголовное дело в части мошенничества, в части группового мошенничества. Почему? Потому что это было посредством сговора, посредством шантажа, посредством введения в заблуждение полученные. И сегодня, на сегодняшний день, незаконно завладели чужими средствами.
что касается вот в этой части, да, мы будем делать заявление. Что касается Валерия Сурганова, да, материал сейчас находится в прокуратуре, работает. Что касается судей, двух судей, Семеновой и Ежебековой, да, материал тоже находится в прокуратуре и сейчас в ожидании того, какие сегодня процессуальные решения примет прокуратура. У меня все. Болды ма Аркуш? Болды ма саған айтатын сөзің? Айтатын сөзің жоқ па, онда аяқтап берейік. Айтатын жаңағы көлік туралы, жаңағы қаражат туралы оны беру жолы қалай болды? Біріншіден өзімнің жездем хабарласып, осындай жағдайға тап болды деп хабарласқан болды. Сол кезде ол жаңағы арызданушы қыз баланың апасы байланысқа шығып, үлкен қаражат көлемінде, 300 мың доллардың көлемінде қаражат сұрап, оны бізге үрейлендіріп, әкем ген прокуратурада қызмет істейді, ол түбі абақтыға жабамыз деп, сол сөйтіп үрейлендірген кезде өзімде ішімде адами бір үрей пайда болды. Ол кезден енді іс қағазын мән жағдайын білмеймін, ініммен байланыс жоқ, үлкендермен ақылдасайын дейтін оғанда уақыт болмады. Соған тап бола келіп, жаңағы арызданушы қыз баламенен кездесіп, көлікті көрсету болды. Ол көлікті көрсетіп, ол бағалап, ол 25-20 мың доллардың мағынайында тұрады деп, одан кейін 5 мың долларды өз қолына сұраттырып, соның бәрін жаңағындай нотариус арқылы, оформлениесі арқылы алынып, өзінің уәдесі мен арызымды қайтып алам деп, кейін ол арызын алмай, ақыры осы істі осылай міне енді алдауменен, арбауменен осының бәрін өзімді бір жерге келіп соқтырған осындай жағдайға тап болдым. Енді оның бәрі бүгінгі күнге дейін әжептәуір уақыт өтті. Былай қарап отырса, менің қателігім осы жағдайға басында мән жағдайын білмегендігім. Оның бәрін үлкен жаңағы әкемізді білген жоқ, менің осы көлігімді бермегенімді, соны бергенімді. Сондықтан кейіндері ол кісілер осы ақпаратты берген кезде, мен айтқан кезде, осылай көлігімді бердім, ақша бердім деген кезде, ол кісілер қатты маған ренжіді. Неге бересің? Ол жағдайдың, мән жағдайын білмейсің ғой. Оның бәрін анықтап білу керек еді ғой деген тәрізді. Ол міне әділдік жолды, міне оны енді ғана міне анықтап, қазір күресу жолында міне келе жатырмыз. Сіздерге осы жағдайларда айтқым келіп отыр. Менде осы. Жақсы, алматылық әріптестерге айтатын үлкен рахмет. Бүгінгі баспасөз конференцияға келіп, сұрақтарыңыз болмаса, онда біз бітіре берейік. Мурат — это мой друг, брат, вот, которого я давно знаю, еще когда в Астане я работал, учился в Академии госуправления. Вот. Поэтому у нас, я всегда, вот, допустим, если домашняя еда, я всегда у него дома кушал, да, Татешку, Агата я знаю хорошо. Его старшего брата, мы с ним как бы, вообще это как старший мой брат Масад. Вот. Поэтому я вообще, когда первый раз услышал, на тот момент я был в Караганде, когда вот это все только закрутилось, получается, я узнал об этой информации. Я был в шоке, потому что, во-первых, именно по его человеческим качествам, да, по его вообще, как он себя ведет там в обществе, потому что Тарбия Кургена дал, ему и Агатай, и Татешка дали очень хорошее, так скажем, Тарбия. Его брат старший всегда его координировал, всегда по всем моментам. Там, лишних движений никогда не было, потому что мы всегда вместе были в основном, когда в Астане я учился, работал, вот мы вместе всегда и вместе ходили на какие-то культурные моменты там и так далее. То есть это очень хороший человек сам по жизни. И как друг, и как и семьянин, потому что он женатый был, вот, как бы, Мирасик маленький, как бы тоже, да, есть ответственность определенная. То есть это не который безбашенный пацан, который там не знает, куда внедриться, куда там какие-то моменты. Это чисто человек, который с полной ответственностью, с полной адекватностью, ну, по крайней мере, насколько я, вот вместе мы сколько лет уже общаемся, полный адекватный человек. Вот чисто, это моя характеристика, без никакой лжи, это чисто вот Шанжирютена, это относится. Вот, поэтому я вообще в это не верю просто элементарно, что он мог такое совершить. А вот как вот второй его
подельник Мурат Тусупов, как он оказался вот в этом окружении? Да Он среди вас не был. Вы общались своего возраста примерно, да? Да. А Тусупов он старше почти на 10 лет. Да вообще, я, если честно, я вообще его не знаю. Ну как он там оказался? Да мне кажется, просто случайно вообще. И как-то, я не знаю, может они там один день, может, вообще друг друга знали и так далее. Потому что Он такой доверчивый. Ну, он вообще доверчивый, да? Если ты так посудить, Мурат доверчив в плане того, что, ну, ко всем относится от души, да? И там какие у него умыслы у этого Мурата, которого я вообще не знаю. И вообще он в нашем окружении, сколько я вот, вместе мы гуляли там, на каких-то определенных мероприятиях присутствовали. Он вообще просто открыт, доступен, коммуникабелен, и это его подвело. Это подвело. Да. И просто я это расцениваю чисто, да, вот как я просто оказался не в то время, не в том месте. Просто элементарно. Насколько вот этот Мурат Тусупов, какие у него были там побуждения, цели там и так далее. Может, он специально хотел его подставить. Арм, а вот девушка потерпевшая, которая 30-летняя, ее увидели, знали? Да нет, откуда? Мурат вообще, я не знаю, он в основном как бы, у Мурата с кем вот наше окружение, там, наших подруг, да, это не в том плане, что там с ними как бы это, да, заниматься там чем-то. Да. У нас есть определенно, в Астане это очень развито в плане того, что мы поедем там, посидим вместе, да, на машине вот так где-то парканулись, да, общение. Ну это молодое общение, это, я думаю, что это обоснованно и правильно и так далее. Вот. Ну максимум 25 лет, я не знаю, 27, да, ну. И то наши ровесники, потому что Мурат, он у меня младший еще, по большому счету, как бы, и поэтому я в шоке, что именно. Ну это доказывает, что элементарно, что 30-летняя, как бы, ну, у него, если бы действительно там была бы там, я не знаю, там, 18, там, 20, что он прям настолько прям Ромео. Да, Ромео, что захотел Казался. прям и так далее, да. Поэтому вот я бы хотел вот именно сделать такой акцент именно на то, что, ну, я думаю, что, во-первых, это он оказался не в то время, не в том месте. Второе, то, что вот этот Тусупов, может, у него была вот именно направленная цель именно на то, чтобы подставить его где-то. Вот. А четвертое, просто это человек, который, я не знаю, с каким он прошлым, кто это вообще и так далее, который, ну, нужно, наверное, тоже, чтобы во внимание приняли вот именно человека, который вот этот, на 10 лет старше, и просто есть понятие как вовлечение. И когда, допустим, элементарно, сколько было таких моментов, когда просто он не в том время оказался, не в том месте, и просто уже по сути, так скажем, да, та же вот потерпевшая, да, она, которая может просто наговаривать элементарно. Просто хочет, зная о том, что... Срубить бабки. Да, просто элементарно, мы знаем все уже, наверное, весь социум знает о том, что это не из бедных семей, Мурат, да, и элементарно, мне кажется, субъективная сторона направлена на то, чтобы... А вот вторая сторона медали. Вот я сейчас вот усматриваю, ей 30 лет, ему 22-24 года. А не кажется ли, что это с ее стороны идет совращение? Вполне возможно. Это тоже преступление? Это тоже преступление, и я считаю, что, мне кажется, есть, имеет место даже вот этому моменту тоже. Почему? Потому что, во-первых, молодой, не стрелянный, ну, по большому счету. И она взяла, вот, сама пошла на это дело, умышленно пошла. Ну, я, допустим, могу какие-то... Мы же можем же, да? вот... Я не могу, там, скажем, говорить, что, скорее всего, вот так и так. Просто я лично, сейчас моя личная позиция, то, что я непосредственно, зная Мурата, я просто скажу, что ну, он не мог вот это сделать, просто элементарно. А там у каждого есть своя презумпция невиновности, конечно, в любом случае. Презумпция невиновности есть. Я не могу говорить, что, скорее всего, там этот или Тусупов мог, цель была там вовлечь его в какую-то преступную деятельность, или просто подставить, или она хотела там совратить его и так далее. Но... Я просто характеризую Понятно. Мурата лично с хорошей стороны, то, что это мой друг, и я это делаю не за то, что там, зная о его там, плохих там, черт, и я сейчас хочу его просто реабилитировать. Обелить. Да, обелить. Тогда. Я говорю это как друг, как, который со стороны знает человека, объективно, просто ничего, как говорится, не плюс, не минус. Да. Но смотри, какая ситуация. На сегодняшний день
нарушена презумпция невиновности. Еще нету приговора, еще нету главного судебного разбирательства, и журналист вместе с общественником вмешались в это дело. Вот нарушена презумпция. И здесь уже пошло, и судья спрыгнула, сделала самоотвод. Потом в отношении журналиста сейчас возбудили дело, ДВД возбудило дело. Мы журналисту сделали предложение, он на наше предложение не отреагировал, на нашу пресс-конференцию не пришел, струсил. Мы пошли на его пресс-конференцию, хотели услышать от него позитив, но ничего не услышали. Вот вся ситуация. Вот такое дело. Ну, я думаю, что это тоже именно, я думаю, что все спланировано. Это заказ. Конечно, однозначно, потому что просто, наверное, много кто, есть завистники, есть кто, во-вторых, это те, которые просто хотят этому придать большой социальный оборот, в больших масштабах. Придать гласность и при этом еще на этом навариться. Потому что, ну, это вообще, это вот так легко сделать. Ну, резюмируя, не хочешь ли ты сказать, что в нашей стране не любят успешных, преуспевающих? Не любят же? Я так скажу, в нашей стране не то, что я не скажу так, потому что в нашей стране, в любой стране многие не любят, вот, допустим, если два даже друга, если один будет больше на одну голову, допустим, выше. Это зависть, которая порождает потом ненависть, правильно? Да. И в каждом социуме это есть. Но если он на 2-3 головы выше, то, соответственно, зависть пропадает, погашается, и хочется с ним больше общаться. Вот, это в этом плане. Потому что я не скажу, что именно в нашей стране не любят там супер лидирующие. Это в каждом социуме есть. И в каждом это присутствует, в любом случае. Джасар Ахмед. Всем